Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Культурная жизнь Нерюнгринского района в целом и Нерюнгри в частности не прекращается ни на один день. Даже в летние месяцы, когда все уезжают в отпуска, для жителей и гостей Нерюнгри проводятся различные культурно-досуговые мероприятия. Ну а в остальные времена года это естественно. Одним из учреждений, несущим, скажем так, культуру в массы, является культурно-этнографический центр Нерюнгринского района. И сегодня у нас в гостях режиссер этого центра Зоя Кутрева. Зоя, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что в этом году центр будет праздновать свое 25-летие. Все-таки четвертьвековой юбилей, дата серьезная. Давайте поговорим об истории создания центра, кто стоял у истоков и почему была такая выбрана интересная архитектурная форма здания в виде двух якутских балаганов, соединенных между собой. Ну, называется балаган в простонародье. Ну, я могу сказать, что история начинается нашего центра с 1999 года. Тогда это совсем не было учреждением культуры, это была постройка, которая вообще, в принципе, прилагалась у нас и по документам до сих пор один и тот же адрес, Южноякутская, 27/2, со спортивной школы РЛ, которая у нас напротив. То есть организатор, первый директор школы РЛ в свое время решил построить такой дом для якутского населения, скажем так, место для встреч, поэтому оно и было построено вот именно по якутским традициям. Этим обусловлена его как раз архитектура. Нас в народе называют балаган. Мы культурно-этнографический центр, но все знают нас как балаган. И это, в принципе, очень сильно понятно якутоязычному населению, потому что вот эта основная постройка у нас, да, квадратная, вы же понимаете, да, что там пристроечка такая и две урасы по краям. То есть зимнее жилище якутов называется балаган. Именно поэтому нас так, в принципе, вот на русский манер называют балаганом. Не потому, что мы там стоим на ушах круглыми сутками. И когда его строили, он был построен по всем якутским традициям, без гвоздей, то есть там все было подогнано. Сейчас, конечно, в течение времени проходят ремонты, немножко изменилась архитектура главного входа, то есть он уже не под углом, он уже прямо, это тоже обусловлено нашей посещаемостью, потому что приходят дети, достаточно сложно открывать дверь, которая находится вот, под углом, там, допустим, в 30 градусов, что ли, она там как-то она, но так было. То есть сейчас изменилось просто для того, чтобы удобнее было заходить. Вторая дверь, которая у нас напротив, она как раз сохранила свой угол изначальный традиционный. Ураса, домики, да, все, которые мы с вами видим на эсэхе, все эти выставляются наши шатры, все по-разному их называют, но правильное название ураса. И эту урасу традиционную можно увидеть как раз у нас. Это летнее жилище якутов. То есть у нас вот такой зимник, балаган, да, и две урасы, большая и малая. До 1999 года вообще не было такого места для встречи, а сейчас у нас это не только место для встреч якутоговорящего населения, да, народа Саха, это дом для всех народов, населяющих наш многонациональный район. Ну вот давайте чуть подробнее о том, почему всем там всегда светло, тепло и радостно, какие мероприятия могут найти. Я так понимаю, прийти туда может человек любого возраста и найти занятия себе там по душе. Потому абсолютно, что да. Чем вы завлекаете туда юных нерюнгринцев, ребят постарше, взрослое поколение и людей пожилого возраста? Вот что они там могут найти? Кроме того, что у нас, как у любого, наверное, культурно-досугового учреждения, есть свои кружки, да, кружковая своя работа у нас ведется, формирование, такая студия танца, как «Тандем», ее знают вообще все, мне кажется, в этом городе, в этом районе, и за пределами, и по республике. У нас есть вокальная студия «Вдохновение», у нас есть этнопевица наша ведет, Ангелина Сафронова, она ведет у нас студию вокально-инструментальную ДВД. То есть они у нас все есть, у каждого есть разновозрастные подгруппы. Но кроме этого,
То есть мы делаем немножко больше, чем другие, наверное, коллективы, потому что у нас есть ассамблея народов. И ассамблея, она как раз не привязана к возрасту абсолютно. То есть в ассамблее находятся дети от мала до велика. Здесь уже больше по национальному признаку люди делятся между собой, в то же время ощущая вот это свое единство. Поэтому, наверное, у нас есть для каждого чем заняться, скажем так. То есть праздники, которые проводятся, они национальные, эти праздники. То есть если приходит русская община и проводит у нас праздник матрешки русской, он никак не может быть привязан к какому-то возрасту. Это интересно абсолютно всем. То есть, в отличие от кружковой работы, ассамблея объединяет всех по возрастам. Вот, насколько я помню, в стенах культурно-этнографического центра проводятся и мероприятия, скажем так, республиканского масштаба. Одно из них наверняка будет опять в начале декабря. Это зима начинается с Якутии, какой-то ее кусочек. Запланировано или нет? Запланировано. В прошлом году мы запустили такой большой проект. Это мой личный проект. И мы его как раз успели вписать вот в этот самый фестиваль. Зима начинается с Якутии. И неважно, зажигается эта елка или не зажигается, у нас в Балагане проходит резиденция Дедушки Мороза. Только в нашем уютном таком вот кулуарном месте, за счет того, как мы расположены, где-то далеко от дорог, да, то есть мы можем вокруг проводить какие-то площадки интерактивные на улице с детьми, то, чего не может позволить себе, допустим, центр, допустим, культуры в силу своего расположения возле проезжей части. У нас такого нет. То есть мы использовали все свои сильные стороны для того, чтобы создать, такой вот уголок сказки, такое сказочное место. И у нас еще есть такая фишечка в силу того, что это все-таки дом, как бы визуально. Все же понимают, что это якутское жилище, поэтому, конечно, у нас там резиденция не только русского Деда Мороза, но и резиденция Чисхана тоже. И где можно увидеть двух Дедов Морозов сразу? Конечно же, у нас в Балагане. Поэтому это интересно населению, особенно детям. И это и есть та самая скрепа, на которой мы все и базируемся. То есть объединение людей разных наций посредством культуры. Вот такой культурный код новогодний, чтобы с детства дети все это впитывали в себя. Но вот навскидку еще какие уникальные проекты были реализованы в Балагане, которых вот нигде больше в Нерюнгри нельзя найти? Мы единственные, кто проводит районный большой фестиваль детской патриотической песни, посвященный Победе, Великой Победе. Это наследники Великой Победы. У нас в том-то и дело, что у нас принимают участие там не только школьники, скажем так, да, всех возрастов, там с 1 по 11 класс. В этом конкурсе принимают участие и детские сады, то есть от самых маленьких жителей Нерюнгринского района до взрослой номинации, до воспитателей и их семей тоже. То есть это вот такой большой массовый фестиваль. В этом году мы планируем немножечко его даже разделить в силу того, что в конструкции нашего балагана не предусмотрено, у нас нет своего зрительного зала, своего концертного пространства. И просто в силу ограничений, вот каких-то посадочных мест, мы сейчас будем расширять это мероприятие и будем проводить его частями. То есть но это неплохо на самом деле, то есть он расширит свою географию, и мы будем уже проводить его не только у нас в городе Нерюнгри, мы поедем по всем нашим поселкам Нерюнгринского района. Ну, это круто. Да, мы стараемся. А вот такой вопрос. Есть ли какой-то положительный опыт сотрудничества с какими-то, может быть, некоммерческими общественными организациями, которые приходят к вам и говорят: а помогите нам, пожалуйста, вот мы хотим организовать такое-то мероприятие там, в ваших стенах. Есть такая история у вас? Мы помогаем всем. Все, кто к нам приходит, всегда получают от нас какую-то обратную связь. Если это в наших силах, мы сделаем все, что только можем. То есть, допустим, мы очень много делаем для волонтерских организаций, для благотворительного фонда, в частности, Зов Севера, допустим. Они к нам, сколько раз ребята к нам обращались, столько раз мы на нашей базе проводили и встречи волонтеров, и какой-то сбор организовывали. То есть все равно нас лучше знают, нас больше знают, у нас своя аудитория, хотя бы в силу того, что мы можем помочь оповестить о какой-либо акции. То есть мы помогаем как можем.
В прошлом году у нас тоже был интересный опыт. К нам обратилась Республиканский центр спасения пропавших детей. Мы сделали 25 мая большой такой, ну я даже не могу сказать слово фестиваль, не подходит, наверное, но задумка была именно такая, фестивальная. То есть мы провели спектакль под открытым небом с привлечением различных некоммерческих организаций, в том числе современных каких-то молодежных, там, допустим, байкеры у нас были, и волонтеры-поисковики, и различные театральные группы, да, которые не входят в, скажем так, которых не увидишь на сцене, на нашей, в принципе, да, единственной, пожалуй, в городе крупной. То есть мы собрали все в один такой вот большой проект и сделали его, и людям понравилось. То есть мы достигли той самой цели, которую хотели. Люди от нас уходили вдохновленными, очень много оставляли свои контакты для того, чтобы стать волонтерами при поиске каких-то там вот пропавших взрослых детей и так далее. Ну, то есть потом у нас в августе была интересная тоже программа такая, мы проводили фестиваль «Мокрый нос». То есть это же абсолютно бесплатно. То есть мы это делаем тоже по доброте душевной своей, просто потому что к нам обращаются некоммерческие организации. Понятно, что мало кто может за них заплатить, и поэтому мы идем людям навстречу и понимаем социальную важность всех этих проектов, и тоже стараемся быть полезными обществу, людям, проживающим в нашем районе. Ну и, наверное, вернемся к тому, с чего начали. 25 лет. Если, опять же, не секрет, что запланировано, какие мероприятия пройдут, что будете делать? Это не секрет. Мы готовим большую концертную программу. Будет называться она «1000 друзей балагана». На самом деле у нас в силу, опять же, нашей вот этой площади ограниченной, мы не можем поместить в себя большое количество кружковой работы, да, кружковой деятельности. Мы не можем ее расширить, и у нас штат очень маленький в Балагане, нас всего 6 человек. Эти 6 человек делают и закрывают все мероприятия. Огромную работу такую. Да, района практически все, ну, то есть по запросу, опять же, да, по плану. И концерт, который мы планируем его провести в Большом зале Центра культуры и духовности имени Пушкина. Будет он 17 ноября, прям в наш день рождения. И приглашаем только тех, с кем мы действительно дружим. Это будут интересные коллаборации, это будут интересные такие эксперименты, скажем. Мы пробуем из себя тоже в разных, совершенно в других амплуа, не тех, которых нас привыкли видеть. То есть у нас есть с кем посотрудничать, есть что придумать. Ну, в общем, пробуем. Это будет большой концертный и очень красивый эксперимент. Что ж, огромное спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Желаю вам неиссякаемой творческой энергии и блестящей реализации всех проектов. Это была программа «Актуальное интервью». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.